إن الدين عند الله الإسلام. Хвала Аллаху! Хвала Всевышнему Аллаху, который избрал из всех мест две святыни и Бейт-аль-Макдис. Хвала Аллаху! Пусть даже тот, кто восхваляет Его, не может достичь всего восхваления. Я воздаю благодарность Ему за Его милости, которые не поддаются счету. Аллах, тот, кто сделал дни чередующимися, а общины знамениями и примерами друг для друга. Я свидетельствую, что нет истинного божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах и приветствует его семью, сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними вплоть до судного дня. Бойтесь Всевышнего Аллаха, подчиняйтесь Его приказам и не проявляйте непокорность. Блага проявляются лишь путем подчинения Аллаху, а дела портятся только из-за грехов и проступков. И воистину, раб лишается своего удела по причине греха, который он совершает. Аллах Всевышний сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха». Рабы Аллаха! Всевышний Аллах возлюбил и избрал из своих созданий того, кого пожелал, из числа посланников, пророков, стран и мест. Это история о месте, которое Аллах сделал священным, почтил его, возвеличил и оказал ему честь. Это мечеть Аль-Акса, и Аллах сделал ее священной, сделал ее наследием последней общины. В ней живут сердца всех мусульман. Аллах упомянул об этой мечети в Великом Коране, назвав ее священной землей, мечетью Аль-Акса. И Аллах сделал ее и ее окрестности благословенными. Ее религиозная и мирская благодать настолько велика, что из-за нее стало благословенным то, что находится вокруг нее, а не только она сама. Всевышний Аллах поклялся плодами, произраставшими возле нее, и сказал в суре Ат-Тин: «Клянусь смоковницей и оливой», имея в виду местность мечети Аль-Акса. Затем он поклялся горой Синай, на которой Аллах разговаривал со своим посланником Мусой, алейхиссалям. Он также поклялся, сказав: «Клянусь этим безопасным городом», имея в виду достопочтимую Мекку, место рождения посланника Аллаха Мухаммада, печати пророков и его наследующей уммы. Исламский шариат пришел самым великим из фардов, обязанностей, после единобожия. Это намаз. И в начале при его совершении люди обращались в сторону Бейт-аль-Макдис. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал намаз в его сторону 13 лет. После хиджры в Медину он продолжал делать так же в течение 17 месяцев, пока в Коране не был ниспослан приказ о направлении во время намаза в сторону заповедной мечети Аль-Масджидуль-Харам, история, которая связана с историей мечети Аль-Акса. Вот вам аят и хадис про это. Что касается аята, то это слова Всевышнего Аллаха. «Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям, которые мы даровали благословение». Что касается хадиса, то от Абу Зарра, ради Аллаху анху, передается, что он сказал: «Я спросил: о посланник Аллаха, какая мечеть была первая заложена на земле?» Он ответил: «Заповедная мечеть». Я сказал: «А после нее какая?» Он ответил: «Мечеть Аль-Акса». Я спросил: «Сколько лет прошло между ними?» Он сказал: 40 лет. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. От Абу Хурейры, ради Аллаху анху, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Запрягать животных можно только для путешествия к 3 мечетям: заповедной мечети, моей мечети и мечети Аль-Акса». Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Ибн Тамия, рахимахуллах, сказал: «Создания и повеления начались в Мекке, а местом сбора для своих созданий Аллах сделал Бейт-аль-Макдис и его окрестности. К Бейт-аль-Макдис вернутся все создания, и там все будут собраны». По этому хадисе приводится, что это земля сбора и воскресения. И это тот дом, который возвеличивали пророки, почитали посланники, в котором зачитывались 4 книги, ниспосланные Всевышним Аллахом: Забур, Таурат, Инджиль и Коран.
о рабы Аллаха. Когда мы говорим мечеть Аль-Акса, то под этим понимается все, что относится к ней. Стены, постройки, площади и памятники древности. Внутри, по центру находится мечеть, а также мечеть Кубат-ас-Сахра. Вся мечеть Аль-Акса была посещаема пророками и послужила местом вознесения последнего из пророков, Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, на небеса, и все пророки возвеличивали ее и почитали. Достоверно известно, что между постройкой запретного дома Аллаха и постройкой мечети Аль-Акса прошло 40 лет. Известно также, что между Ибрагимом, алейхиссалям, который построил Каабу, и между Сулейманом, алейхиссалям, прошло около 1000 лет. Это подтверждает, что мечеть Аль-Акса была построена на сотни лет раньше, чем жил Сулейман. Сулейману же досталась честь восстановить постройку и обновить ее, как это делали с местами поклонения Аллаху наилучшие праведники на земле из числа его посланников и пророков, как это делал Умар бин аль-Хаттаб и те, кто был после него из числа мусульманских халифов. Всем известно, что религия пророков одна, и даже если тонкости в их шариатах различаются, все они призывали к единобожию, к тому, чтобы поклоняться только Всевышнему Аллаху, подчиняясь Ему в Его законе и постановлениях. Эти постановления менялись от одной общины к другой, различались между разными пророками и посланниками, поэтому каждый пророк унаследует землю Аллаха своим словом и посланием. Вот Ибрагим и Лут, алейхимассалям, оба они жили до Якуба, Исхака и Сулеймана. Аллах говорит о них: «Мы спасли его и Люта, и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров». Аль-Хасан сказал: «Это земля Шам». Катада сказал: «Раньше они были на земле Ирака, и их спасли, приведя в Шам. И то, что сократилось на всей земле, было прибавлено в Шаме. И что сократилось в Шаме, было прибавлено Палестине. Также говорили, что это место сбора людей и воскресения, и что в ней соберутся люди». Подобное говорили Ибн Джарир, Ибн Таймия и Ибн Кафир, рахимахумуллах. Ибн Кафир сказал: «Воистину, Аллах передал Ибрагиму милость для его народа, вывел его в качестве мухаджира, переселенца, из Шама на священную землю». Именно так Палестина, и особенно мечеть Аль-Акса, оставались местом для верующих рабов Аллаха еще до того, как были рождены Якуб и Исхак. Потом, сотни лет спустя, Всевышний Аллах спас Бану Исраиль от несправедливости фараона Египта, и Муса, алейхиссалям, отправился с ними из Египта к Синаю. Он повелел им войти в святую землю, но они отказались и сказали ему: «Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь». На призыв Мусы ответили всего 2 человека, и Всевышний Аллах предписал им скитание по земле в течение 40 лет. И в этот период скончался Муса, алейхиссалям, и скитания продолжались, пока не пришло новое поколение, которое верило больше, чем их родители, и они и зашли в святую землю. Аллах предписал им изгнание, если они будут творить нечестие на земле. И случилось так, как предписал Аллах. От них непрерывно исходила неблагодарность и нечестие, пока они не были изгнаны и раскололись на группировки спустя всего лишь 3 века. Спустя годы Аллах дал эту землю наследством верующим, последователям Иса, алейхиссалям, потому что Аллах дарует землю тому, кому пожелает. И также, как эта земля принадлежала верующим до Бану Исраиля, она стала принадлежать верующим после них. Аллах сказал: «Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в напоминании, хранимой в скрижали, что землю унаследуют мои праведные рабы». Так продолжалось, пока Всевышний Аллах не позволил выступить господину людей и джиннов, печати пророков и их благой вести, Мухаммаду бин Абдулле аль-Хашими аль-Кураши, саллаллаху алейхи вассалям. И завоевание Бейт-аль-Макдис было одним из его пророчеств. Как об этом сказано в Сахихе аль-Бухари. И унаследование им и его умой этой благословенной земли было сунной, законом Аллаха, продолжавшейся все время, начиная с эпохи Ибрагима, алейхиссалям. Намаз пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с пророками в Бейт-аль-Макдис в ночь Аль-Исра стал извещением о том, что ислам — последнее слово Аллаха к человечеству. Оно было донесено рукой Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и последней религией у мечети Аль-Акса будет ислам.
Итак, мечеть Аль-Акса стала относиться к нашей умме, которая унаследовала ее. В 15 году по хиджре осуществилось пророчество, и мусульмане вошли в Бейт-аль-Макдис. Патриархи сказали: мы не отдадим ключи от Бейт-аль-Макдиса никому, кроме халифа Умара бин Аль-Хаттаба, и мы обнаружили его описание в священных книгах. Умар, ради Аллаху анху, пришел из Медины в Палестину и торжественно принял ключи от Бейт-аль-Макдиса. Это подробно описывается в истории. Он приблизился к Иерусалиму со стороны горы Аль-Мукаббир, где он произносил такбир, слова Аллаху Акбар, и ему вторили мусульмане. Он прибыл на красном верблюде, на котором он сидел вместе со своим слугой. И когда он вошел в город, то слуга сидел на верблюде, а Умар шел пешком, держа поводья верблюда. Он прошел вброд водоем из воды и глины, снял свои носки, взял их в одну руку, а поводья верблюда в другую. Его встретил Абу Убайда, говоря: «Ты сделал великую вещь перед людьми». Умар придвинул его к себе и ответил: «Если бы кто-либо другой это сказал, о Абу Убайда, вы были самыми униженными людьми, и Аллах даровал вам могущество посредством ислама. Но если мы пожелаем достичь могущества не в исламе, Аллах унизит нас». Таким был путь к Палестине. Умар вошел со славой ислама в один из дней Аллаха, совершил намаз в мечети, спросил о Сахре, скале, и она была похоронена под грудой мусора. Он убрал с нее грязь своим плащом, и люди последовали его примеру, пока место не очистилось. История записала, и в этом нет сомнения, что не были разрушены ни кельи монахов, ни церкви, ни храмы, ни монастыри, ни синагоги. Напротив, людям оставили их места поклонения, и местным людям было дано обещание и заключен договор о безопасности, что было засвидетельствовано. Таким образом, мусульмане подошли к нашему времени. История была свидетельницей, что иудеи и христиане проживали счастливейший период времени под сенью правления мусульман в Палестине. Они исповедовали свою религию и выполняли свое поклонение, наслаждаясь свободой, которой у них не было ни до правления мусульман, ни после, потому что в исламе нет превосходства, кроме как богобоязненности, и никому нельзя заявлять, что он принадлежит к избранной расе или народности и унижать при этом остальных и чинить несправедливость, даже если они принадлежат к другой религии. С рассветом ислама и вплоть до судного дня был согласован путь Аксы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе, который передали Ахмад и Ат-Тирмизи: «Если люди Шама станут порочными, то не будет в вас блага». Пророк, алейхиссаляту вассалям, также сказал: «Одна из групп моей умми не перестанет придерживаться истины. Им не причинят вреда те, кто оставит их без поддержки». Люди спросили: «Где они, посланник Аллаха?» Он ответил: «При Бейт-аль-Макдис», или в стране, где Бейт-аль-Макдис. Хадис привел Табарани. Рабы Аллаха, воистину, Палестина – это не просто земля, которая однажды вошла под правление мусульман и также в один из дней может из-под него выйти. Палестина – это колыбель пророков. В Хиджазе жил предводитель пророков и их печать. А Палестина – родина законодательств и божественных посланий. На Аравийском полуострове был ниспослан последний из шариатов, сделавший недействительным все предыдущие законы и возвысившийся над ними. Аллах сказал: «Мы ниспослали тебе Писание с истинным подтверждением прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их, или свидетельствовало о них, или возвысилось над ними». Воистину, мусульмане – истинные наследники всех предыдущих божественных законов. Они имеют больше прав на любого пророка и посланника прошлого, чем кто-либо другой. Аллах сказал: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников». Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, он обнаружил, что иудеи держат уразу в день Ашура и говорят: «Это день, в который Аллах спас Мусу с его народом и умертвил фараона и его народ». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мы ближе к Мусе, чем вы». И он стал держать уразу в этот день и приказал так делать другим. Воистину, Палестина по своей истории, земле, святыням и достопримечательностям является наследием мусульман, наследием, которое обязательно нужно принять, охранять и беречь.
Нет повода сомневаться или колебаться в этом вопросе, и большая часть крови мусульман на протяжении истории проливалась возле этой местности, на этой земле, и кровь, пролитая в дни минувших войн, еще не кончилась, и у мусульман все еще пульсируют вены. О мусульмане! Этот разговор мы ведем в то время, когда предводители современной цивилизации считают, что с ее помощью достигли в промышленности, исследованиях и законах по правам человека благополучной жизни и преуспевания. Не хватает только мира, который должен охватить эту планету, чтобы увенчать все эти достижения и чтобы человечество жило в счастье. Кто не хочет мира? Кто не любит мир? Кто возражал в прошлом, чтобы иудеи и христиане жили с мусульманами на землях Шама и Палестины, совершали свое поклонение? Их храмы и синагоги были в целости, они смешивались с мусульманами и вели друг с другом взаимовыгодные дела. Они даже роднились между собой путем брака, как об этом сообщает история. Кто не хочет мира? Кто не любит мир? Арабы продолжают проявлять инициативы, но в то же время земля не перестает захватываться и узурпироваться, семьи выселяются, народ защищается, над святынями издевается, история фальсифицируется, изменяется внешний облик страны, с народом творят огромную несправедливость, и он продолжает испевать горечь уже 70 лет. Воистину, все это подобно пороховой бочке, и неизвестно, когда она взорвется. Вы удивитесь, что защитники прав человека защищают насильников, и что те, кто говорят об уважении святынь разных народов и их религий, оправдывают людей, забавляющихся со святостью Аль-Аксы, с мечетью и ее внешним видом, и что те, кто поднимает знамя справедливости и равенства, защищают узурпаторов страны, изгнавших народы и своровавших историю. Хуже этого то, что все это ведется от имени религии, именем Господа и именем Торы. То, что совершают сионисты сегодня, это разжигание борьбы между культурами, цивилизациями и религиями, и это приводит мир к опасности и затруднению, предвещает зло человечеству, предел которого не знает никто, кроме Аллаха. Искренним членам исламской уммы и разумным людям из числа руководителей в мире нужно осознать, что происходит цепочка нарушений закона, нападений и насилия с землей, человеком, его культурным, религиозным наследием, с исламскими святынями, с вещами, находимыми при раскопках, которые гниют в основе мечети, которые в свое время возвеличивали пророки и осветил Господь небес. Он сказал: «Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха, позор им в мирской жизни и великие мучения последней жизни». Да благословит Аллах для меня и для вас великий Коран и дарует пользу сунне господина посланников. Я говорю это и прошу прощения у Всевышнего Аллаха для себя и вас. Хвала Аллаху! Хвала Аллаху Господу миров, милостивому, милосердному, Царю в день суда. И я свидетельствую, что нет истинного божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, царя, явной истины, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, да благословит Аллах и приветствует его семью сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за ними вплоть до судного дня. О мусульмане! Во время усердия и борьбы вам меняется в обязанность пробуждения, сбор, усердная работа, согласие, союз и оставление вражды. Умме ислама не подобает погружаться во второстепенные разногласия, рассматривать вопросы эгоистическим или региональным взглядом. Нужно ставить во главе то, что представляет наибольший интерес для уммы, внимать призывам истины, справедливости, благоразумным инициативам, оставить разногласия, и пусть умма объединится в своем критическом положении. Аллах сказал: «Крепко держитесь за верх Аллаха все вместе и не распадайтесь». Людям знания, культурным и мыслящим, нужно заботиться о том, чтобы для уммы было сохранено ее наследие, существование и даже ее жизнь.
Позор, когда умма подается на фальсификации истории, соглашается на стирание с лица земли святынь и их кражу, в то время, как мы пребываем в беспечности, погруженные в малозначительные проблемы, в забрасывание друг друга обвинениями и обжалование наследства. Путь к Палестине не проходит через распространение анархии в странах мусульман, через волнение в умме, разрушения, взрывания и нападки на интересы мусульманской общины. Мы не добьемся успеха, пока находимся в разногласии, и не победим, если мы не едины. Аллах сказал: «Скажи, трудитесь и увидят наши деяния Аллах, Его посланник и верующие. И знайте, да сохранит вас Аллах, что с усердием приходит успех, а с работой результат, и каждый, кто посеял, пожнет свой посев. И благословите и приветствуйте лучшего из созданий, самого чистого из людей, посланника Аллаха Мухаммада бин Абдуллу. О Аллах, благослови Мухаммада и семью Мухаммада, как Ты благословил Ибрагима и семью Ибрагима в мирах. Поистине Ты достойный похвалы, славный. О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семье Мухаммада, как Ты послал благословение Ибрагиму и семье Ибрагима в мирах. Поистине Ты достойный похвалы, славный. Будь доволен, о Аллах, имамами, халифами, Абу Бакром, Умаром, Османом и Али, и всеми сахабами Твоего пророка, и теми, кто последовал за ними до судного дня. Аллах, даруй величие исламу и мусульманам, унизь многобожие многобожникам, уничтожь врагов религии, сделай эту страну и все остальные страны мусульман безопасными и спокойными. О Аллах, даруй нам безопасность на наших родинах. Аллах, даруй нам безопасность в наших домах. Исправь наших имамов и наших правителей. Поддержи истинное нашего имама и правителя. О Аллах, направь его на Твой прямой путь. Сделай так, чтобы его деяния согласовались с Твоим довольством. Даруй ему благочестивое и искреннее окружение. И собери для него слово мусульман. О живой, о вездесущий, о обладатель величия и щедрости. О Аллах, защити нас от дороговизны, эпидемий, ростовщичества, прелюбодеяния, землетрясения, испытаний, скрытых и явных искушений. О Аллах, сохрани наше селение, обезопась наши границы и помоги тем, кто стоит на страже наших пограничных областей. О Аллах, исправь положение мусульман везде. Аллах, объедини их на истине и прямом пути. Аллах, спаси их жизни, даруй безопасность в домах, беспечную жизнь, улучши их положение и разгроми их врагов. О Аллах, помоги слабым из числа мусульман везде. О Господь миров! О Аллах, помоги им в Палестине. Аллах, помоги тем, кто стоит на страже Бейт-аль-Мактис. Аллах, объедини их на истине. О Господь миров! О Аллах, помоги своей религии, книге, суне Твоего пророка и Твоим верующим рабам. Аллах, уничтожь врагов религии, и воистину они ничего не могут сделать против Тебя. О Аллах, о Господь миров, Твоя похвала велика, а имена священны. О тот, чья армия непобедима, чье обещание не нарушается. О Аллах, воистину, сионисты чинили несправедливость и притеснения и дошли до крайности своей тирании и беззакония. О Аллах, подготовь для них руку истины, которая сломит их силу и искоренит их. О Аллах, не спошли на них бедствия и наказания. О Господь истины! О Аллах, пусть их знамя не будет стоять, а цель не будет достигнута. Сделай их знамением для людей, которые будут жить после них. О Аллах, нанеси им поражение, сотряси их и помоги нам против них, о Господь миров. Господь наш, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни, и защити нас от мучений в огне. Господь наш, прости нам наши грехи, покрой наши недостатки, осуществи наши надежды в том, что принесет Твое довольство. Господь наш, прости нам, нашим родителям, их родителям и их потомству, воистину Ты слышащий мольбы. О Аллах, Ты Аллах, нет истинного божества, кроме Тебя. Ты богатый, а мы бедные. Не спошли на нас дождь, и не делай нас людьми, потерявшими надежду. Рабы Аллаха, воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас. Быть может, вы помянете назидание. Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите. Ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете.